Воркута – самая проблемная точка нынешнего призыва. С этим надо разбираться на месте. Такое заявление сегодня Вячеслав Гайзер сделал на заседании Республиканской призывной комиссии. В этом году защищать Отечество направят около 2500 человек. Как заявил главный военком республики Дмитрий Федин, чтобы призыв не был сорван, активизировать работу должны не только военные комиссары, но и власти на местах. Вячеслав Гайзер поручил оперативно докладывать, если кто-то откажется содействовать военным. Максим Васильев знает подробности. Выполнять план по призыву в республике принято аккуратно и педантично. В этом году на пополнение войсковых подразделений из нашего региона отправят почти 2500 человек. Правда, если военным помогут местные власти, пока же особого рвения у них нет. Из 20 муниципальных образований только в 5 имеются оборудованные призывные пункты. Это город Сыктывкар, Воркута, Инта, Усинск, Печора. В остальных муниципальных образованиях призывные пункты не оборудованы и не соответствуют установленным требованиям. Медицинские комиссии в связи с этим проводятся в центральных районных больницах, помещениях военного комиссариата, оснащенных и оборудованных инструментарием и медицинским имуществом, необходимым для организации работы по медицинскому свидетельствованию. Воркута – традиционная зона забвения призывников. Здесь сосредоточено самое большое число уклонистов и слабо развита система оповещения. То есть о том, что им уже пора под ружье, в Заполярье не знает почти половина призывников. Терпение лопнуло даже у главы республики. Проблемная точка у нас Воркута, в части розыска и вообще оповещения. Поэтому у меня предложение и поручение тогда запланировать выездное заседание. Ближе, может быть, к концу кампании. Вы посмотрите тогда, когда в Воркуте. И, соответственно, довести это до главы муниципалитета. И подготовить все, так сказать, мероприятия, которые необходимы для осуществления на месте. 9806 человек. Именно столько жителей республики пройдут медкомиссии в этом году. Реально служить должно уехать 2500. То есть призывников будет, что называется, с запасом. А значит, план может быть и перевыполнен. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.